Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в новом месте, ресторане Lazy King. Со мной, как обычно, Семен Тарбаков. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла старший преподаватель дополнительного образования Дворца детского творчества Диана Дмитриевна Махначевская. Диана Дмитриевна, здравствуйте. 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 Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам в гости. Я знаю, что вы будете готовить какое-то такое очень диковинное блюдо. Что же вы будете сегодня? Ну, сегодня мы будем готовить блюдо корейской кухни. Корейской? Да, корейской кухни. Сейчас дети очень любят корейскую вообще еду. Ну, по азиатской кухне вообще, ну, да. такой фаворит. Ага. И сегодня мы приготовим, так как сейчас изобилие овощей, мы приготовим бибимбап и кимбап. Так. Семен, наверное, известны данные блюда. Звучит как рэп. Бибимбап, кимбап. Это что такое? Что это ну, такое? пим – это вообще листы нори, которые мы сегодня будем использовать. А пап – это рис. Кимбап получается рис, завернутый в овощах. Или овощи, завернутые в рисе. То есть веганское блюдо? Ну, почти. Почти, да. Это, но я смотрю, мясо все-таки присутствует. Но так как мы живем в Якутии, и мы куда же привыкли без есть мяса, мясо, из-за этого сегодня мы будем использовать мясо и будем использовать наши маслята, которые растут. И маслята. Да. Маслята, надеюсь, из Миргородского гуса? Нет, с тампонского. С тампонского, да? Ну хорошо, пусть тампонские, но давайте начинать, потому что учитывая то, что у нас сегодня два блюда, да, получается? Да. Ну, Семен, скорее всего, будет вам помогать. Да, буду спокойно. Очень рада бы, да, буду. Да. Если вдруг что, даже я готов что-нибудь там. Мы уже примерно все обсудили. Да, я знаю, что вы там до Семы что-то шептались, да, все. Да. Давайте начинать с чего? И вообще, как делается все это? Ну, давайте сейчас подготовим наши овощи. Овощи нужно нашинковать, нарезать. И далее Семену я возложу миссию для жарки. Будем жарить, ну, готовить мясо. Можно я пока, в принципе, приготовить фарш могу? Да. Пока что. Ну, это говядина, я так смотрю. Это говядина, да. Можно говядина, да, кстати, да. Ну, можно использовать любое мясное. Это может быть жеребятина, у нас жеребятина есть, да, это может быть ветчина, это может быть курица. Все, что у вас есть в ваших запасах, закромах. Ну, то есть, как бы, вариации... Лопатку передать можешь, пожалуйста? Лопаточку передать? Да. То есть вариации того, что как бы есть. Ну, собственно, как и пицца. Раз, можно... Это очень популярное блюдо в Корее, и сейчас у нас очень набирает большие обороты. Фарш мы будем жарить на растительном масле с добавлением чеснока и соевого соуса. Соевый соус надо, видимо, тогда Семену передать. Чесночки, которые он очень классно все... Раз. Так, а мы с вами начнем с овощей. Давайте я порежу перцы. Так, ну я могу, что-то там тут уже в сторонке стоит. Да, давайте. А что, перец тоже, да? Перец тоже. Начнем с перца. Ну, я смотрю, это сердцевину не берем. Это получается ваше коронное блюдо? И соломкой. Ну, не сказать, чтобы коронное, но оно у нас есть в рационе всегда. Сразу возникает вопрос, а какое коронное? Ну, коронные у меня более мясные блюда. Так как у меня и муж любит, и отец любит мясные блюда, из-за этого я люблю готовить из оленины, из жеребятины. Ну, сейчас очень много способов для готовки, да, вообще. Стараемся... А какое ваше любимое блюдо вообще? У меня любимые блюда, так сказать, очень много. Ну, я вообще люблю паназиатскую кухню. Особенно я люблю пад-тай с курицей или с морепродуктами. Ну, я так делаю, все нормально, да? Да, очень хорошо получается у вас. Итак, как вы стали учителем? Ну, то есть это, обычно же говорят, учитель – это уже… Призвание. Практически, да, призвание, да. Вот, кстати, многие, да, вот видите, у меня с языка сорвали прям. Я работаю уже 22 года. Да, я знаю, из них… Педагогический стаж уже немалый. Да, из них 11-й год я уже работаю в Дворце детского творчества. Который раньше при нас был Дворцом детства. Дворцом пионеров он был. Пионеров, да. Дворцом приемная детства, комиссия там была, я помню. И в этом году у нас столетие Фатии Иннокентьевны Авдеевой, заслуженного директора, работника образования, чье имя носит наш дворец.
детского творчества. Так. Ну, призвание педагог, я 100% соглашусь с этим, потому что в педагогику, в учительство приходят только те, которые любят детей, любят работать. Ну, и да. в свое время я И, могла кстати, выбрать... отток очень маленький. Да, 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 очень из-за этого я вообще с детства мечтала быть учителем. Даже у меня были игры, связанные с этим. Я надевала шаль, так как у меня первая учительница Анастасия Афанасьевна, она всегда была шалью с очками. Как бы дико это не звучало, но я всегда играла. Ну, как бы, да. ассоциативный ряд такой, да? Да, Создавали но себе. в семье я единственный человек, который работает в педагогике, в образовании в целом. Из всей моей родни. Вот, да, действительно, как бы сказать, тогда одно дело родители, учителя, которые говорят, вот, дочка вырастет, станет учителем, как мама и папа, а тут раз и сами А уже... тут раз и так, да. Ага. Ну, я вообще люблю это дело. Так. Так как... И сразу начали поступать, скорее всего. Да, Школу сразу, закончили? после школы сразу я поступила. Я поступила в 2 факультета. Раньше Стало у нас быть, хорошо был учились? выбор. Училась я хорошо, не жалуюсь. Но учились мы... Я училась в 3 школах. Да, даже так. Родители переезжали, да? Да, родители переезжали, но раньше назначали же директорами. Из-за этого наша семья очень часто переезжала, но в 3 местах. В Верхнеколымском районе я начала учиться, далее в Тампонском районе и закончила школу уже в Тапинском районе, в селе Харбалах, да. А все студенчество у меня прошло в городе Якутске. Ну и, соответственно, здесь живу до сих пор, работаю. Но работу я начала свою педагогическую в Тампонском улусе, в поселке Хандыга. Хандыга. Да. Да. Горы, красота. Горы, красота, романтика. Да. Даже ездила в Свято-Полиное принимать экзамены у детей стада. Да, вот даже же. так было. Тоже да. романтика своего рода, Ну, да? в те времена дорога была плохая, конечно же, но дело было молодое, так что мы все это пережили. То есть вы работали в обычной школе, получается? Да, в обычной школе. Далее я работала в торгово-экономическом колледже 10 лет преподавателем. Кстати, специализация, да, специалитет. Почему вы выбрали именно языки? Я выбрала английский язык. Так. Ну, я училась здесь, в TOEFL школе, благодаря первому президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву открылась TOEFL школа. Я к своему стыду безуспешно пытался сдавать TOEFL. Там училась, закончила, и это было самым важным шагом в моем пути и выборе моей будущей профессии, так скажем, как профориентация. И я уже определилась тогда, что я хочу связать свою жизнь с английским языком, так как это не только помогает мне учить других, но и самой учиться, и самой легко путешествовать. Да, весь мир держать на ладони, как бы. Ну да, и знание языков здорово помогает при путешествиях. Конечно. Да. Так, это мы порезали чуть-чуть для бибимбаба, а для кимбаба мы уже продольные линии сделаем. Попозже. И да, и поможет нам уже овощерезка. Так. У каждой хозяйки, наверное, есть овощерезки. Ну, да, Просто легким движением это упрощает нашу жизнь и убыстряет процесс готовки. Ну да, и технологично уже как бы Да, так, да? и более мелкие такие спиралевидные, длинные, получается нежно, ну и хрустит. Итак, а как вы оказались во дворце? Во Дворце детского творчества? Да, ну где вы сейчас, собственно, и работаете? Да, я была по уходу за ребенком. У меня 3 детей, у нас 3 детей, 3 девочки. И мы жили неподалеку от Дворца детского творчества и все время гуляли на площадке. И пришло время устраивать детей, старшую дочку в кружок. Так я узнала про Дворец детского творчества. Да. И пришла, чтобы записать ребенка. И потом... попала на работу? А попала на работу. Надо потом, же, да, меня спросили... Это практически случай. Да, в заявлении указывается, кем работает мама, кем работает отец. Понятно. И там, когда я сразу писала заявление,
сказали, у нас есть вакансия А сказали, а вам работать педагога. не нужно? Да. Надо же вообще. Да, а я была по уходу за ребенком, и мне сразу импонировало, что близко по территории находится. Ложку. Погромче. Ага, так. Хорошо. Семен Ой, сам как- по себе там что-то. Да, как хорошо тут уже запахи такие вот у Семена, да? Наш уже у нас почти готов. И Так. вот так я попала во дворец детского творчества. Ага. И сразу, не выходя из декрета, оформила, Ребенка так родителя? да, оформила перевод. И сперва я взяла только 9 часов, так как у меня ребенок был маленький. То, что мне понравилось, то, что ты сам создаешь свою программу и туда прописываешь те темы, которые тебе интересны, которые детям интересны, и с удовольствием То начинаешь бишь их, свою работу. само собой, нужно защищать каким-то образом, да? Конечно. Наверное, потому что, да, мы Да. давайте начнем, скажем так, издалека. Многие думают, что дворец детского творчества, ну, то есть дворец детства как-то это что-то такое, если связано с дополнительным образованием, то обязательно деньги, то есть это, ну, туда же попадают желающие, ну, то есть есть такое понятие, конечно, обязательное образование, да, в школе, а тут еще и дополнительно, то есть стало быть, нужно платить деньги, а я только от вас узнал, что, оказывается, все это для посетителей бесплатно. Конечно. Так, да, вот расскажите, Да. пожалуйста, вообще про структуру немножко, да, каким образом вообще? Ну, во дворце детского творчества работают более 100 педагогов и дополнительное образование. Да, и больше 200 кружков. Вы Да, говорили, и да, больше вообще. 200 кружков. Да, и вообще, около, да. Ну. И все кружки у нас по 6 направлениям, которые есть. Это техническое направление, социально-гуманитарное направление, художественное направление, естественно-научное и спортивное, физкультурное. Вот, да? И по всем этим направлениям работают кружки, на которые вы можете записать своего ребенка, ну, которое направление его интересует. Но в первое время, конечно же, родители интересуют их предпочтения Ну, и конечно, что да. они хотят. Ну, да. А далее уже дети... Тем более, когда дети маленькие, они Да. даже сами Грибы не знают, обжариваем, что... Да, сейчас можно обжарить грибы. А, грибы. Да, это маслята этого года. У нас Без в этом... чеснока, без, да? В масле без чеснока. И можно и без масла, просто обжарить. Они уже вареные. Они сваренные. Да, сваренные. И вот любой родитель может записать своего ребенка через свой личный кабинет, через госуслуги. Раньше запись была через навигатор дополнительного образования, но с каждым годом у нас Раньше всё- пешком приходили. Да, еще пешком приходили, заявления писали Да, очно, да. Но и сейчас, наряду, вот у нас новшество, конечно же, в образовании, модернизация образования происходит ежегодно, но и сейчас родители могут подойти пешочком, бланки Узнать, что заявлений. есть? Конечно, бланки заявления у нас есть всегда на первом этаже в общем доступе. Также у нас есть официальный сайт Дворца детского творчества, где можно почитать важную информацию. Ну и те, кто интересуется, те, кто хотят, чтобы ребенок попал, они следят за социальными сетями. Да, за социальной сетью. социальные сети, да, которые вы Да, видите, да. Ага. Ну, то есть практически любой, но я слышал также, что кто первый, тот и успел. Да, конечно Да. же, потому что запись через госуслуги начинается ровно с 9 часов. В этом году она была 28 августа. И, конечно же, когда... Все сидят и кликают. Да, все сидят и кликают. И, конечно же, были разные технические моменты, сбои. И именно из-за этого дополнительно 30 числа у нас Дополнительно. был сбор заявлений очно. Ну, а это говорит о том, что спрос очень большой. Спрос очень большой. Спрос очень большой, и все, скорее всего, те дети, которые хотят, они не все попадают. Конечно. Да, даже Но- так? Да, даже так. Но в течение года бывают разные моменты. Я бы сказал, это успех. Да. Честь Ну, вам и у нас хвала, да, занимается работников. более 10 тысяч детей Вот да, по да, разным да, направлениям. да, Да, немало. И из года в год радует то, что родители уделяют большое внимание не только школьному образованию, которое у нас обязательное, да, но и дополнительному образованию Да, детей, потому что это у нас неотъемлемая часть развития ребенка, да, Ну да, так да. как он может выбрать, попробовать себя в разных стихиях, да. И, Попробовать, да, самое главное, конечно. да, потому что, выявить у ребенка, просто одно дело спрашивать, Да. сынок, что ты любишь, что Да. ты хочешь,
А другое дело, да, Да. вот попробуй, а мне Конечно. понравится, уйдешь, какие Это проблемы. же платформа, опора, чтобы некоторые даже вот таким образом выбирают свою будущую профессию. Совершенно верно, И да. определяются с выбором своей будущей профессии. Из-за этого очень хорошо и важно вовремя попробовать себя в разных направлениях. Друзья, ну у нас все нарезано, какой у нас следующий этап? Так, ну Семен Сейчас уже благополучно пожарил нам мясо, фарш и наши грибочки. грибы. Сейчас будем жарить овощи, перец по отдельности, Всё по отдельности? Да, все по отдельности. И разложить по отдельным тарелочкам. Масло Это какое, очень обычное важно. или кунжутное? Нет, кунжутное масло будем использовать для жарки овощей. Наши телезрители могут приобрести его в любых супермаркетах. Сейчас, Ну да. да, раньше очень Ну, трудно можно было уже достать. накладывать? Да. Ну, сейчас, благо, все Давайте. есть. Да, сейчас, благо, у нас все есть. Да, вот можете Да, лопаточку смотрите. взять еще. Отлично. Что-то. Диана Дмитриевна, у меня такой вопрос. Да, мы немножко узнали про структуру детского, Дворца детского Дворца творчества. детства, да, детского творчества. Дополнительное образование. Как вам удается, ну, есть понятие школьная программа, где учат, допустим, ну, ваш специалитет английский, а вы, как говорите, делаете собственную программу. Да. Как, то есть, стало быть, вам нужно быть знакомыми уже и с школьной программой, чтобы не дублировать, то же самое проходить? и всё Конечно. прочее? Каким образом строите вообще Ага. эту работу? Ну, очень интересный вопрос, который Да. интересует, наверное, многих Да, родителей, почему? которые дают Да, родители говорят, ну, ага, своих. дети же учат английский, зачем Да. мне еще раз? Что вы даете дополнительно? Во-первых, каждый педагог у нас во Дворце детского творчества автор своих программ дополнительного образования. Да? Программы у педагогов бывают авторскими, модифицированными, которые они улучшают. И из года в год мы ее модернизируем по тенденциям наших реалий. Да? И, конечно же, мы не дублируем школьную программу. Мы можем, ни в коем да, случае. ни в коем случае, потому Детям что, просто будет скучно. конечно, и стараемся брать темы, которые интересны не только нашим педагогам, да, которые работают по этим программам, но и, конечно же, самым нашим главным заказчикам – это нашим детям, которые у нас занимаются. Но и по их запросам, например, кто-то собирается поступать, да, в то или иное направление. Нормально? Да, все. Отлично. Ну, вообще, овощи жарим по 1 минуте, кроме вот моркови, да, морковь более Чуть-чуть, долгое да, время, чуть-чуть да, дольше. дольше нужно, чтобы она стала мягкой. А так, программа наша не дублирует, как я повторила, да, школьное образование. Оно дополняет и углубляет, да, потому что, ну, в школе есть определенные часы по определенным темам. У нас нет такого понятия, чтобы были какие-то, тут только 2 часа, например, этой теме и не больше. Мы можем сами ее расширить, углубить до того момента, пока мы не поймем, что этого будет достаточно. И по каждой программе, вот, например, у нас есть вариативная часть и инвариативная часть. То есть мы сами меняем из года в год. У нас есть и блок по финансовой грамотности. Это не обязательно, какой у тебя предмет, какой у тебя кружок. Будь это вокал, будь это художественное творчество, будь это танцевальный кружок, будь это актерское мастерство и английский язык. Финансовая грамотность есть во всех программах дополнительного образования. Также есть у нас раздел по профориентации. Так как наши дети... Сейчас, да, действительно, новые Да, реалии говорят о конечно. том, чтобы... Да. И у нас есть отличная площадка для детей, которые занимаются творчеством. Да? У нас есть ларек, где дети продают свою продукцию, которую они Даже вам такое сделали, разрешаете? да, сделали в своем кружке. Но мы не типовое бюджетное учреждение, которое может себе это позволить. Также мы проводим разные благотворительные акции, ярмарки, Да, где да. дети... Осенние ярмарки. я Да, скажу, вот скоро это и начну. является... Я тоже немножко родитель. Да, Знаю, что именно такое. отличной платформой для
обогащение своего бюджета детского Ну, на карманные почему расходы. нет? Да, Почему нет? они Да, но в наше монетизируют время- свои знания. Да. В наше время считалось, что коммерсанты это плохо, все спекулянты и все прочее, а сейчас, ну, как предприниматели, это, Да. скажем так, гордость нации. А что, Конечно, почему- у нас есть и почему бы и кружок нет? по предпринимательству, также по медиа-журналистике, ну, все направления, которые есть, которые Да. сейчас со временем появляются совсем Да. новые, да? Мы уже узнали, что спрос у вас большой, больше 10 тысяч детей, желающих еще, может быть, больше, да. А каково, такой вопрос, да, каково детям, которые, ну вот, многих же маленьких детей родители сами направляют. Насколько у детей вообще интерес к дополнительному образованию? Потому что понятно, что дети приходят уже после обычного обучения уставшие, может быть, меньше мотивированные и все прочее. Как вам удается это? Ну и вообще, как оценить? Ну, вообще, это зависит уже от каждого педагога сугубо. Как он смотивирует детей на свой кружок, Да. какой у него будет тандем с учеником, общение с учеником, который к нему приходит. Потому что бывают авторитарные родители, Да, сказали, конечно. пойдешь и все, ничего не Да, знаешь. также- Это тебе надо. Вот так. Конечно, из-за Да. этого, если это не его, любой педагог все равно будет поговорить с родителями, скажет, ну, он попробовал, это не его направление, может, вы выберете какое, Человек вообще которое не хочет, интересное, да, ребенку, потому что единичные случаи бывают, когда ребенку, ну, никак, ну, не простыми словами не зашел Не зашло, в кружок, не да, зашло. все. И это И вот он нормально. попробовал, И конечно это нормально, же, да, это очень нормально, и это хорошо. Какие тут запахи пошли. Да, и запах, и искусство. Да, и искусство, конечно же, я так не жарю, у меня все быстро, и благодаря Семену у нас очень быстро все получается. Семен получил уже второй комплимент. Да. Молодец, просто молодец. То есть ваша такая задача немаловажная. А каково вам самой, как человек, который работал и в обычной школе, и в дополнительном образовании, есть какие-нибудь различия, Да. что-нибудь, да? Я бы не осталась, наверное, во дворце, если бы мне не понравилось. Ну да, учитывая то, что вы так долго работаете. Конечно. Давайте быстренько положим. Ага, все. Сколько, Нет. кстати, вы работаете уже? Там, больше 10 лет? 11-й год, да, 11-й год. и мне нравится, я чувствую себя комфортно и в окружении своих коллег, и в окружении своих детей и родителей. У нас ну, очень хорошее, у нас не только вот учительство и педагогика, да, у нас есть и общественная жизнь, все педагоги активно участвуют в соревнованиях. В спартакиаде работников образования мы заняли первое место в истории. Серьезно? Образования вот, Рискома профсоюзов, это Я первый тоже раз. участвовал недавно Да. в спартакиаде И работников лыжные культуры, гонки, да, и да. теннис, и это соревнование длилось в течение всего года, и волейбол, и канат. Из-за этого наши педагоги не только вот занимаются как бы учительством, да, педагогикой, но и сами Стало быть, активно. и коллектив у вас, получается, Да, стал и дружный. коллектив у нас очень дружный. Потому что у без нас командной очень работы много, такого успеха конечно, у добиться нас очень очень сложно. много мероприятий. Так, дальнейшее у нас... Так, сейчас у нас мы быстренько будем. Можем собрать бибимбап или можем... Давайте пипимбап соберем. Давайте. Чтобы Петр, там нужно передать тарелки. Да, вот эти Вот эти, боулы, нет, Нет, вот большие. глубокие. да, большие. Да. Тарелка у нас должна быть вот такой глубокой. Хорошо, это как боул будет. Да, боул. Да. Рис с овощами, конечно. Я же, называю самый это большая главный. пиала. Ага, самый главный ингредиент у нас рис. Так. Рис каждая Специальный. хозяйка готовит по-своему. А как вы? Да, я готовлю. Я сперва, конечно же, нужно замачивать рис. Я замачиваю час. Но некоторые замачивают 30 минут, некоторые 2 часа. Это на усмотрение любой. В 4-5 водах. Да, ага. Не- В 2 не- водах я мою. Не жамкая, Да. потому что можно сломать структуру. Да, чтобы оказывается, оно рис. было в меру рассыпчатым и проваренным, мне нужна ложка. Давайте. То есть первый рис. Да, сперва мы кладем, Куда же без него, если это паназия? конечно, это какой заменитель вы рис хлеба, берете? да? Я круглозерный рис, вообще для любого бибимбаба и кимбаба должен быть круглозерный рис. Ага, ну, то есть подойдет любой, да? Да, любой круглозерный рис. Не специальный какой-нибудь там. Ну, я использую теми продуктами, которые у нас здесь продаются и которые любая хозяйка Ну, назовем, может скажем так, использовать. краснодарский. Да, Пусть будет пусть краснодарский. будет краснодарский. Пусть будет краснодарский. Да. Так. Рис. И на рис Настрой, давайте 3 порции. давайте.
Так, и Заранее. на рис мы сейчас польем чуть-чуть кунжутным маслом. Для вкуса. Да, для вкуса. Для вкуса. Семен, Для пожалуйста, вкуса. передайте кунжутное масло. Для вкуса, для Спасибо. вкуса. Ну, мясо чуть-чуть больше я наливаю, чтобы... Мясо самое главное. Да. Я думаю, что Так, да. сейчас я грибы, думаю, что наши самое главное маслята. мясо. И грибочки. Да, и То есть грибочки. это получается такое некое жаркое, да? Да, и главное, чтобы вы тут тоже с мясом, вот коричневые маслята, чтобы они рядом Сочетались. не сочетались. Да. Но если кто-то не любит грибы, он, конечно же, может их не использовать. Это уже на ваше усмотрение. Но грибы вообще считаются тяжелой пищей. Да, Да, по потому что рецептуре они- тут идут шампиньоны, но так как у нас в Якутии растут маслята, и в этом году у нас перец сладкий, в Тампонском улусе очень много было маслят. Я сама с Тампонского, каждое лето там собираю ягоды, грибы. Из-за этого сейчас мы кладем сладкий перец. Какие Паприку. направления во дворце пользуются наибольшей популярностью? Ну, либо, скорее всего, ведет же некая статистика, оценка. Конечно же, не буду ходить далеко, английский язык востребован очень среди родителей и заказчиков. То есть вы на первом месте? Да, Поздравляю. Дальнейшее? также востребован. Сейчас мы быстренько нашинкуем пекинскую капусту, чтобы положить сюда. Вот эту часть мы уберем, мягкую. То есть это из года в год, либо есть какие-то... Художественное направление пользуется спросом среди младшего возраста. Это рисование, танцы, конечно же, художественное развитие детей. Родители тоже записывают очень популярно, и очень много родителей записывает. Ну и техническое направление. Более старшие дети записываются в техническое направление. Но вообще все направления у нас, не могу сказать и не могу ошибиться, вдруг я кого-то обижу, потому что все направления у нас, на сегодняшний момент все кружки у нас заполнены. Ну да, да, Это да. говорит о том, что все направления очень востребованы. А как часто вообще новые кружки появляются у вас? Ну, то есть всегда же можно придумать что-то новое. Да. Новые предметы даже, вот, говорят, у нас недавно появились, даже в школе обычной. Да, у нас есть Да. костяк кружков, которые постоянные. Ну да, да. Да, и есть кружки, которые у нас появляются с течением времени. Да, попробовать, да. А вдруг- СММ, медиа, журналистика. Да. они пришли у Модная нас вот, нынче. да, второй год. Предпринимательство, юный предприниматель И, тоже скорее у всего, нас. она будет все время. Да, потому конечно что, же. да, Сейчас интерес мы предпринимательства у нас огромный сейчас. не должны увлекаться, чтобы завершить это блюдо. Да, мы кладем сверху Яичко. яйцо, глазунью. Некоторые в Корее вообще только сырой желток кладут. Да. Серьезно? Да. Далее мы посыпаем кунжутными семенами. Обильно. Да. Так. И польем соус. Конечно же, соус может быть разный. Ну, у них всегда самый- бывает, знаете, да. какой-то такой характерный вкус. Да, кочуджан, самый острый перец. Но я сегодня буду использовать унаги соус. Он более такой сладкий, неприторный. И к Он- овощам унаги очень чуть-чуть хорошо. сладкий. Да, он подойдет. Да. В любом магазине тоже хозяйки могут это все приобрести. Спасибо, Петр. И польем. Но обычно я использую другой способ. Сразу соусницы из-за этого. А он еще такой тянючкой. Да. Тянучка. Ну, чтобы все овощи у нас. И это Да. блюдо, получается, можно сделать и очень острым, как Конечно, обычно, как это обычно в на Корее. любой вкус. Я отдельно А у нас, подаю. получается, якутская чуть-чуть адаптированная, да? Да, адаптировано, чтобы, на все вкусы. Но я не знаю, как ее. Ну, кто-то Что любит, Семен скажет? кто-то любит острое, можно просто Его взять и профессиональным бам, да? взглядом будет Так, совсем это мы может сейчас отложим. другое. Давайте уже приступать к Да. нашему кимпабу. Нам понадобится циновка. Циновку лучше вот такой пленкой обмотать пищевой. Нам Ну, это тоже нужна такой, перчатка. хитрость такая, чтобы не липло, да, по-моему? Да. Да. И одеваем перчатку, Да, чтобы давайте. скручивать ким.
Так, Семен, мне нужна будет ваша помощь. Заранее я приготовила омлет. Его нужно нашинковать, да? Его нужно нашинковать. Омлет? Да, яичный это не омлет. Это не блины. Это я думал омлет. блины и думал, будет что-то другое. Ну ладно. Просто можно яйца перемешать и пожарить как блинчик. Хорошо? Я понял. Это у нас листы нори, каким есть вот колбасу? глянцевая сторона и А вы, колбаса. по-моему, два взяли или... Нет, я несколько взяла. вы несколько даже взяли. Да, чтобы были они у меня под рукой. Шершавой стороной к нам лицо. Ага. Еще нужно порезать То есть крабовые глянец палочки остается наружу? и ветчину. Да, есть основные ингредиенты, которые всегда есть. Это морковь и крабовые палочки. Они в любом есть кимбабе. Хорошо? Тоже, опять же, рис? Рис. С рисом мы делаем вот такой снежок. Снежок? Да. Ну то есть, видите, Снежки рис играть такими... любите? Да, конечно, да. Все детство Вот такой. синяком ходил И под глазами. распределяем по поверхности нашего листа нори. То есть рис, видите, у вас сварен таким образом, что он, ну, как бы так... Да, он в меру липкий, в меру Да, рассыпчатый. Ну, не знаю, как есть- будет то на есть- взгляд профессионала, но То есть я должен быть готовлю такой так. правильной консистенции, чтобы Да. он... Не должен быть обязательно таким рассеченным, Да, чуть-чуть, и- чтобы он липнуть тоже должен. И Правильно? отличие от роллов от кимбаба, Так. это в том, что здесь нету творожного сыра. Ага. Смотря какой регион. Но внешне они же получатся Кореи, такие же. Ну, тут овощи внутри, Так. они чуть-чуть будут схожи. Огурцы положили слой. Далее мы положим морковку. Видите, она у нас такая нашинкованная. Это будет, ну, когда вы будете ее жевать, будет очень нежно. Но Внешне кимбаб очень много начинки бывает. Ну Да? то есть, опять же, Да. тут вариативность может быть, да, что человек Конечно. любит, раз то не положить, Да, скажем и так, да? тут используют или тунец консервированный, да, или Рыбку колбасу можно. даже, и сосиски даже используют в Корее. Мы будем использовать ветчину. И палочки можно крабовые. Да, и крабовые палочки возьмем. Красную рыбу можно, я так полагаю, да? Лосось и все прочее. Ну да, тунец используют в основном. Ага. Так, и сейчас мы будем скручивать. Да. Циновку берем, это очень легко. И так мы скручиваем Вот это да, наши давайте овощи, берем. чтобы закрылась. Далее оставшуюся часть листа мы Смачиваете? смазываем водой. Просто водой. Да, просто водой она смачиваем. будет как- Некоторые используют рис как Свой- клей. Своего рода клей, Да, да? и скручиваем вот такой ролл. Все, и отложим в сторону. Да. Пусть он так лежит. И следующий, да? Да, следующий возьмем лист нори. Диана Дмитриевна, сейчас очень много интернет-образования, да? Дистанционного, как так называемого. Удается ли вашим программам быть более, скажем так, увлекательными, более интересными, чем Но модные нынче? в каждом кружке, давайте начнем, если вы сказали вот с дистанционного образования, у нас по погодным условиям, по климату, да, специфике нашего региона, у нас есть актированные дни. И, конечно же, в эти дни дети не приходят, если объявлен по городу актированный день, дети не приходят во дворец. Они учатся на платформах дистанционных, которые у нас сейчас разрешены в образовании. И тем более в пандемию вы, скорее Да, всего, также справлялись, это да? Сферум сейчас официальная у нас платформа, на которой все педагоги зарегистрированы и работают. А также в каждом кружке есть официальные интернет-сайты, где они работают, модернизируют свою работу, чтобы детям было интересно и увлекательно заниматься, так как у нас дети сейчас век цифровых технологий, век гаджетов, увлекаются этим, создают свои мультики анимационные, создают свои ролики и Вы, занимаются кстати, также любимым упомянули, кружком. что каждый преподаватель готовит свою программу, адаптированную, может быть, да? Да. Может быть, это вообще какое-то что-то Авторской, новое, да. Авторской, да, может быть, да. А каким образом
скорее всего, проходит же защита, но тоже вы должны же ее утвердить, но кто ее утверждает? Конечно, есть Да. специальная комиссия, экспертная комиссия, Так. которая утверждает, и учебно-методический совет, это отдельная комиссия, которая утверждает, принимает. Каждый педагог защищает свою программу. Ну, то есть это перед началом учебного года, видимо? Да. Так. Это идет обычно, если мы создаем новую программу в конце учебного года, если я планирую, например, в следующем году, продолжать. да, я уже в апреле месяце защищаю свою программу. И, конечно же, сроки реализации прописываются, риски какие могут быть, как любой проект. Ну, какие могут быть у вас риски? Ну, невостребованность. А, вот так даже. Конечно, невостребованность, Ну, то, что это мы детям это практически будет исключаем, да, неинтересно. Ну. Да, это может быть то, что Неактуальность. не актуально по Вдруг времени. во всем мире по-английски перестали говорить. Ну, тут же маловероятно, Ну, но может быть. маловероятно, но может быть же. Так. Так, и пока Семен сейчас будет нарезать и сервировать, Елена Дмитриевна, пожалуй, последний вопрос. А что дети делают летом? Я Летом- знаю, что вы же еще и летом что-то делаете. Да, летом у нас, начиная с июня месяца, начинает свою работу дневной оздоровительный лагерь «Фантазия». В этом году, да, у нас отдыхало 360 детей. Первую смену у нас, обычно это с начала июня, в этом году мы провели 3 смены. И 3 смены были разные. У нас была «Планета детства», отдельный лагерь, который имел свою оздоровительную программу всестороннего развития. Далее у нас была смена движения первых, «Следуй за мечтой», которая, да, в которой... Представители были здесь у нас в Конечно, программе, да, Василий которые, Лесников. да, и дети у нас участвовали в культурной программе «Игр Дети Азии». Далее у нас 3-я смена была уже языковая, где дети учили английский язык и знакомились с другими азиатскими языками, китайским и корейским. Ну, то есть дети, получается, при желании могут и летом, да, продолжать Конечно, у вас, да. продолжать вас заниматься. Также у нас летом проводятся разные краткосрочные программы, которые реализуются от 5 дней до 10 дней. Ну что ж, друзья, мы на финишной прямой. Давайте вооружаться вилками. Спасибо. Приятного аппетита нам. Ну вот, начинается с этого, да? Да. Строго не судите. Блюдо почему на нет? любителя. Ну, давайте пробовать. Красопета, да. Как? Съедобно. Да, это ну и полезно, и соевый соус можно обмакнуть уже по вашему вкусу. Это блюдо нужно обязательно перемешать полностью, чтобы По идее, все да? вкусы, да, чтобы все вкусы Перемешались. смешались. Не, и вы уже я попробовали. обычно яичницу вот так доедаю, солнышко оставляю, я одним махом. Ну, это Да. какая-то у Ну, меня в такая. каждой кухне есть идентичные блюда, да, которые похожи друг с другом. Как, Семен? Отлично. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была Диана Маханчевская, старший преподаватель дополнительного образования Дворца детского творчества. Видите, я наизусть выучил. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушай, да, действительно, как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. До свидания.